эфире специальный выпуск новостей. Меня зовут Евгения Гладкевич. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба выступил с обращением к жителям республики. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сначала об эпидситуации в республике. За сутки у нас заболело достаточно большое количество снова людей, 285 человек, при этом выздоровело всего 93. О чем это говорит? О том, что заболевание протекает достаточно тяжело и количество выздоравливающих значительно меньше, а за счет малого инкубационного периода, я уже говорил, что он у нынешних мутаций стал очень небольшим, это буквально 2-3 дня, у нас достаточно большое количество поступающих больных именно с острым заболеванием. По привитым. Привитых у нас сегодня первым компонентом вакцины 155 тысяч, почти 156, 155 900 привитых. Полностью привитые 114 тысяч человек. Но понятно, что мы продолжаем эту работу. Сегодня прошло заседание Федерального штаба, и я поблагодарил Татьяну Алексеевну Голикову и Мурашко Михаила Альбертовича за то, что достаточно быстро и оперативно отреагировали. И вот на прошлой неделе пришла у нас вакцина, но с учетом того, что мы достаточно активно начали прививаться, я попросил, чтобы нам все-таки не задерживали следующую партию, с тем, что нам еще нужно и развести вакцину по территории республики. Теперь по коечному фонду. Мы действительно продолжаем дополнительно открывать новые ковидные койки. Вот за пятницу и понедельник мы открыли 99 коек. Это в Печоре, в Усть-Вымской ЦРБ и в Воркутинской инфекционной больнице. На сегодняшний день у нас 2615 коек, развернуто, занято 1931 койка. Я сегодня еще расскажу о ситуации с кислородом, потому что обсуждается в социальных сетях, что есть проблемы с кислородом. На самом деле у нас кислородозависимых больных, в отличие от зимней вспышки и осенней прошлого года, увеличилось в 2,5 раза. Соответственно, и, естественно, расход кислорода увеличился. На сегодня мы потребляем в сутки 20 тонн кислорода. Работаем действительно с колес, потому что собственного производства кислорода в республике нет. Поэтому мы получаем жидкий медицинский кислород со всей страны, но в основном из Кирова, и в круглосуточном режиме отслеживаем, мониторируем очередную партию. То есть сегодня мы обеспечены кислородом до утра вторника, то есть до завтрашнего утра. И уже сегодня к нам снова пришла машина, привезла 20 тонн кислорода, соответственно, мы уже перекрываем до среды. В среду у нас приходит 40 тонн кислорода, и так, соответственно, дальше опять по 20 тонн, то есть мы тем самым всегда на сутки имеем запас с тем, что если вдруг какие-то проблемы с доставкой, машина сломалась или еще что-то, то мы точно совершенно не останемся без кислорода. В этом смысле действительно есть такой вопрос, но мы, повторяю, отслеживаем и вместе с Минпромторгом России мониторим в круглосуточном режиме этот вопрос. Теперь комментарии, уважаемые жители республики, которые вы оставляете в социальных сетях. Первый комментарий о том, что вакцина не имеет регистрационных удостоверений и что якобы идут испытания вакцины. Но вот я снова напомню, что на самом деле вакцины все зарегистрированы, они прошли полностью весь объем необходимых, предусмотренных законом и доклинических, и клинических испытаний, я об этом уже говорил, подтвердили свою эффективность, это на основе доклинических испытаний,
и свою безопасность на основе как раз клинических испытаний на добровольцах. Теперь о каждой вакцине по отдельности я буду подсматривать в документ, который мне приготовили коллеги, потому что знаю, что вы записываете те вещи, на которые потом можно ссылаться. Поэтому они должны быть совершенно точно мной до вас донесены. Итак, Спутник Ви – это первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Зарегистрирована Министерством здравоохранения России 11 августа 2020 года, регистрационное удостоверение ЛП-206395. Эпивак Корона – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Зарегистрировано Министерством здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2020 года, регистрационное удостоверение номер ЛП-206504. Ковивак – вакцина на основе убитого или инактивированного вируса ковида, зарегистрирована Министерством здравоохранения России 19 февраля 2021 года. Номер регистрационного удостоверения ЛП-206820. И четвертая вакцина «Спутник Лайт» – это полная копия первого компонента «Спутник Ви», зарегистрирована Министерством здравоохранения 6 мая 2021 года, регистрационное удостоверение ЛП-206993. Еще один комментарий. Вакцина не спасает, а усугубляет хронические заболевания. Я уже неоднократно говорил, что вакцина либо защищает человека от заболевания, либо, если даже это мутированный вирус или мутированный штамм, то человек заболевает, но в легкой форме. Поэтому совершенно точно можно сказать, что вакцина именно профилактирует или защищает человека от заболевания, либо, если человек заболевает, то заболевание протекает в легкой форме. Теперь связь с хроническими заболеваниями. Я уже говорил, что прежде чем вакцинировать, врач обязательно собирает анамнез и смотрит, какие противопоказания и есть ли эти противопоказания у человека. На сегодняшний день перечень противопоказаний сужается по мере того, насколько становится больше количество людей привитых, и даже те люди, которые прививались с какими-то рисками, например, аллергии, то уже появляется большой объем информации о том, что нужно просто профилактически этому человеку принимать предварительный препарат, который он принимает при аллергии, и после этого еще доктор дает рекомендации еще, допустим, принять дневную дозу этого препарата, с тем, чтобы спрофилактировать тот приступ, которого боятся люди, считая, что вакцина может быть аллергеном. Вот на сегодняшний день, повторяю, нет достоверных факторов о том, что какие-то выявляются хронические заболевания в результате прививки. Как правило, хроническое заболевание, оно протекает само по себе и никак не связано абсолютно с вакцинацией. Уважаемые жители республики, я постараюсь, вот как я и обещал, в ежедневном режиме рассказывать и комментировать те мифы и те домыслы, которые обсуждаются, и зачастую они обсуждаются, исходя из того, что действительно нет просто консультации специалиста. Поэтому постараюсь максимально объективно и быстро, оперативно такие консультации вам проводить. На сегодняшний день это вся информация. Всего вам самого доброго, берегите себя, соблюдайте меры профилактики, записывайтесь на вакцинацию, прививайтесь. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.